Альхамдулиллахи Раббил Аламин, ассалату ассаламу аля ашрафил мурсалин, сайидина Мухаммад ва аля алихи ва саллям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. Мы с вами продолжаем изучение мудростей из сборника Аль-Хикам известного богослова, наставника Ибн Атауллах ас-Сакандари. В прошлый раз мы с вами затронули тему предопределения, и сегодня Ибн Атауллах ас-Сакандари еще глубже ее поясняет. Эта мудрость касается и акиды. Она объясняет, каким должно быть наше внутреннее состояние, когда мы совершаем те или иные деяния. Итак, Ибн Атауллах ас-Сакандари говорит: «Арих нафсака мин ат-тадбир, фама кама бихи гайрука анка, ла такум бихи ли нафсик». Ибн Атауллах ас-Сакандари говорит: освободи себя от всяких бесполезных размышлений, построений планов и так далее и тому подобное. То есть освободись от этого, откажись. فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ عَنْكَ. В тех вопросах, которые за тебя уже решил другой, لَا تَقُمْ بِهِ لِنَفْسِكَ. Ты не озадачивай себя этими вопросами. И эта мудрость, она несет очень глубокий смысл и объясняет, как нам избавиться сегодня. Мы же говорим, что у нас сегодня много стресса в нашей жизни, то жизнь все ускоряется и ускоряется, люди современные все больше и больше переживают, в итоге разные психосоматические заболевания появляются, то есть у человека вроде бы все должно быть здорово. Причина его болезни кроется в его психике. Проблема его здоровья в его душе. И точно так же, помимо вопросов психологического характера, эта мудрость также затрагивает и проблему достижения успеха, можно сказать. Кратко говоря, суть этой мудрости следующая. В тех вопросах, которые Аллах Та'аля за тебя уже позаботился, гайрука, другой за тебя позаботился, говорит Ибн Атауллах ас-Сакандари, другой за тебя позаботился, другой это Аллах Та'аля. То есть в тех вопросах, в которых Аллах Та'аля за тебя позаботился, ты освободи себя, не утруждай себя, освободи себя от бесполезных мыслей, бесполезных размышлений об этих вопросах. И сюда входит практически вся жизнь человека. То есть, например, вопрос пропитания, рызк. Мы с вами знаем, что в исламе, в шариате рызк несет понятие очень емкое. Рызк – это не только пища. В рызк входит, да, это и та пища, которую мы потребляем, и та вода, которую мы пьем, и тот воздух, которым мы дышим, и те дома, в которых мы живем, и жен, которые являются нашими супругами, и детей, которых нам дарует Аллах Та'аля, и транспорт, на котором мы ездим, все это входит в понятие рызк. И Ибн Атауллах ас-Сакандари говорит: Аллах Та'аля за тебя уже об этом позаботился. И мы помним хадисы из сборника 40 хадисов Арба'ин Нававия, где сообщается о стадии развития эмбриона: 40 дней в одной сущности, 40 дней в другой сущности, 40 дней в третьей сущности. И дальше пророк сам что говорит? И посылается к нему ангел, который записывает
4 вещи. Одна из них – рызк, пропитание. То есть о нашем пропитании Аллах Тааля позаботился. И если раньше в предыдущих мудростях, в одной из предыдущих мудростей мы говорили, что у человека есть два состояния. Состояние, когда он свободен от мирских дел, и второе состояние, когда он обязан заниматься мирскими делами. И между этими двумя мудростями, сегодняшней и той, которую мы проходили до этого, нет противоречия. То есть мы здесь не должны говорить, что вот Аллах на меня наложил обязанность заниматься мирскими делами, так вот я ими занимаюсь, а намаз подождет до пенсии. Это неправильное понимание. Да, ты должен заниматься, ты должен предпринимать те или иные усилия, но твои усилия должны быть в рамках шариата. Ты не имеешь права сказать, я ищу себе пропитание, пусть даже если оно харамное, но Аллах наложил на меня обязанность кормить мою семью, поэтому я пойду добывать себе пропитание неправедным путем. Нет, это тоже неправильно. Вот здесь Ибн Атауллах ту мудрость, которую мы прошли до этого, объясняет. Ибн Атауллах Ас-Сакандари говорит, Аллах за тебя уже о твоем пропитании позаботился. Ты его в любом случае получишь. Независимо от того, в хараме ты ищешь его или в халяле, ты его в любом случае получишь. Поэтому сними с себя эту заботу. И то же самое относится к любой деятельности, которой мы занимаемся. Скажем, у нас, например, на этот момент, например, еще у кого-то нет работы. Он ее усиленно ищет. Что должен делать человек, который ищет работу? Какая на нем обязанность? Приложить все от него зависящее. То есть правильно оценить свою квалификацию, составить хорошее резюме, разослать эти резюме в соответствующие компании, которые занимаются подбором персонала, и разослать свое резюме в те компании, в которых работа соответствует его профилю. И дальше, говорит Ибн Атауллах Ас-Сакандари, сними с себя эти заботы, чтобы у тебя не было стресса. Сними с себя эту заботу, жди, когда тебе Аллах дарует это. То есть это не значит, что лежать на диване. Рассылай, продолжай рассылать. Продолжай искать. Но заботу с себя сними. То есть облегчи свою жизнь психологически. Или другой пример, скажем, какой-то бизнесмен начинает новый проект. То же самое. Какая его обязанность, чтобы проект был успешным? Все правильно посчитать, посмотреть, какие бизнес-показатели от него зависят, предпринять, чтобы влиять на эти показатели, и действовать. А заботу с себя, получится или не получится, снять. Результат зависит только от воли Аллаха Тааля. И пример, каким образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своей жизни жил согласно этой мудрости. На самом деле мудрость написана позднее пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но в ее основе лежит сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так вот, примером из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является, или идеальным примером является хиджра. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр, радиаллаху анху, не стали говорить, Аллах нас, иншаллах, прокормит, поэтому мы в дорогу ни верблюда не берем, ни пищи не берем, иншаллах, Аллах прокормит. Это неправильная позиция. Ты должен позаботиться обо всем, что зависит от тебя. Поэтому хиджра, она была очень хорошо подготовлена. Во-первых, Абу Бакр, радиаллаху анху, нашел верблюдов, нашел проводника.
Во-вторых, они продумали маршрут. В-третьих, они продумали конспирацию, можно сказать. Каким образом? Как известно, пророк саллаллаху алейхи и Абу Бакр, понимая, что их будут искать, не пошли сразу в направлении Медины. Они пошли в противоположном направлении и спрятались в пещере. И каждый день в эту пещеру ходила, или к этой пещере ходила дочь Абу Бакра, Асма, рады Аллаху анха, носила им пищу. Но ведь после того, как она придет и уйдет, остаются следы. Это тоже было продумано. После того, как она приходила и уходила, слуга Абу Бакра проводил по этому месту стадо овец, и следы человека исчезали. Вот настолько это было продумано. Ну а дальше, как известно, после того, как они 3 дня провели в пещере, и даже тогда, когда мушрики практически нашли их, они вплотную были рядом с ними, рядом с пещерой стояли. И когда Абу Бакр начал беспокоиться, пророк саллаллаху алейхи показал, как себя нужно вести, и это показано в этой мудрости. Пророк саллаллаху алейхи Абу Бакру сказал: что ты думаешь о 2, рядом с которыми 3-м является Аллаху Та'аля? То есть не беспокойся, все по воле Аллаха Та'аля. Если нас должны найти и убить, это произойдет, и мы никуда спрятаться не сможем. Но если по воле Аллаха Та'аля этого не должно случиться, это не случится ни в коем случае. То есть они все предусмотрели, всю хиджру продумали, маршрут продумали, и дальше положились на Аллаху Та'аля. И результат мы знаем. Они дошли до Медины, несмотря на то, что позднее Сурак ибн Малик их обнаружил. Но здесь действительно Аллах Та'аля уже их избавил от Сураки ибн Малика. Мы помним, как его конь 3 раза спотыкался, и в итоге он попросил разрешения приблизиться к ним. Но несмотря на то, что это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, несмотря на то, что Аллах Та'аля в Коране обещал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, а'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, «Валлаху я'асимука минан нас», Аллах защитит тебя от людей. Несмотря на вот это обещание, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предпринимает все, скажем, причины, которые реально от него зависят. И дальше уже полагается на Аллаха Та'аля. То есть Ибн Атауллах Сакандари нам поясняет, что во всех наших делах наше поведение должно быть такое. Подготовь все, что нужно. Предусмотри все, что необходимо. А дальше полагайся на Аллаха. Ты несовершенен, ты что-то можешь не досмотреть. Все остальное будет происходить по воле Аллаха Та'аля. Все продумать, все просчитать человеку невозможно. Только Аллах Та'аля обладает всеобъемлющим, безграничным, совершенным знанием. И еще одним примером вот этого отказа от тадбира, отказа от вот этих бесполезных мыслей является поведение правнука пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Али ибн Хусейн. Али ибн аль-Хусейн. В преданиях приводится, что он был обеспеченным человеком, и у него на рынке шла торговля. И вот в один из дней он находится в мечети, пришел в мечеть, чтобы совершить обязательный намаз, и прибегает с рынка кто-то, говорит: твоя точка на рынке, твой магазин горит, пожар. И что делает Али ибн аль-Хусейн? Он бежит на рынок? Нет.
он остается в мечети, поскольку не успеешь. Все равно не успеешь. Это же средние века. Тогда автомобилей нет, пожарных нет. Это средние века. Там свои пожарные были, но они на лошадях ездили. Так вот, он остается в мечети, полностью совершает фарз. После фарза совершает сунну. Ведет себя как обычно, как привычно. После сунны выполняет нафли, делает зикры, и только после этого выходит из мечети. То есть он полагается на Аллаху Тааля. А как мы сегодня себя ведем? Когда мы решили что-то организовать, какое-то дело, или, допустим, мы ищем работу, мы каждую секунду можем дергаться. Мы каждую секунду нажимаем на кнопку на сотовом, активируем экран, смотрим, пришло ли, не пришло ли сообщение. Заглядываем в WhatsApp, смотрим смс-ки, еще что-то. Мы ждем этого звонка, и мы на нервах. Из-за этого у нас стресс. А вот так они вели себя. И еще один пример подобного поведения можно привести из жизни нашего имама Абу Ханифы. Однажды имам Абу Ханифа вот таким же образом ведет урок в мечети. И прибегает с рынка человек, говорит: «О, имам, все твои товары сгорели, был пожар, все твои товары сгорели». Что делает Абу Ханифа? Он не вспрыгивает, не бежит на рынок. Он закрывает глаза, сидит несколько секунд, открывает глаза, говорит «Альхамдулиллах» и продолжает свой урок. То есть он за 1 секунду стал банкротом полностью, до нуля. Через некоторое время прибегает этот же человек и говорит: «Абу Ханифа, радуйся, это был не твой магазин, это был магазин другого человека. Твои товары в целости и сохранности». Что делает Абу Ханифа? Он не вскакивает от радости. Он снова закрывает глаза, сидит пару секунд, открывает глаза, говорит «Альхамдулиллах» и дальше продолжает занятие. И в конце занятия один из его учеников задает вопрос: «Ой, имам, мне непонятно твое поведение. Ты в первом случае посидел с закрытыми глазами, сказал «Альхамдулиллах», и во втором случае. Что случилось? Почему ты себя так повел?» И Абу Ханифа отвечает: «В первый раз, когда он сообщил мне горестную весть, я закрыл глаза, чтобы проверить свое сердце. И обнаружив, что оно в покое, то есть в нем нет сожаления о потерянном, то есть в нем полное упование на Аллаху Тааля. Если Аллах Тааля отобрал, ты обратно ничего вернуть не сможешь. И обнаружив, что в нем полное упование на Аллаху Тааля, полный покой, в нем нет сожалений, я сказал «Альхамдулиллах», порадовался тому, что мое сердце не изменилось, не огорчилось этой мирской беде. Я сказал «Альхамдулиллах», продолжил свои занятия. А второй раз, когда он прибежал, я снова закрыл глаза, чтобы проверить свое сердце. Нет ли в нем радости мирскому? То есть он же за 1 секунду только что был банкротом и за 1 секунду снова стал богатым. Он говорит: я проверил, нет ли в нем радости. И обнаружив, что радости нет, я сказал «Альхамдулиллах» и продолжил свои занятия. Таким образом, вот эта мудрость носит очень глубокий практичный смысл. Она может помочь нам решить многие наши современные проблемы. И когда мы говорили также о методике достижения успеха, то же самое. Многие люди, почему они не достигают успеха в той или иной деятельности? Заучивание Корана, изучение шариатских наук, арабского языка, в бизнесе и так далее и тому подобное. Почему не достигают успеха? Они уходят много, думают, вместо того, чтобы
расписать по полочкам, посмотреть, что от них зависит, и начать действовать. Сегодня многие из нас не действуют, отказываются от действия и больше думают, что приводит их снова к стрессу. Поэтому, снова возвращаясь к этой мудрости, «Арих нафсака мин ат-тадбири, фама кама бихи гайрука анка, ла такум бихи ли нафсик». Ибн Атауллах Сакандаги говорит, откажись от вот этих бесполезных мыслей в тех вопросах, в которых другой решил за тебя, то есть Аллаху Тааля. Не загружай себя этими вопросами. Делай только то, что от тебя зависит. Ихтибар Рахмат.